Ну вот касаясь обращения президента к делегатам конференции «Что круто». Ну, смотрите, президент сегодня проводил Раду регионов Украины, и если я правильно называю этот орган, и эта Рада в 11 часов. Мы вчера очень поздно еще были на связи с администрацией президента. Вы знаете, что президент был в очередной поездке, и в последнее время вообще, ну, я просто пытаюсь быть максимально объективным, я просто не знаю, когда он даже просто высыпается. Я знаю, что встречи вот в рамках отмечания столетия окончания Первой мировой войны, они были, ну, более чем ожидаемые такие, да, по количеству и по тематике, скорее всего. И поэтому мы с пониманием бы отнеслись, если бы, скажем, действия, ну, президент как бы не заметил бы эту конференцию. Ну, мы бы к этому отнеслись бы с пониманием. Но буквально после начала я получил сообщение, что текст одобрен, его приветствие, и он хотел бы, чтобы его зачитали. Мы его зачитали. Когда меня уже в перерыве журналисты спросили, как я оцениваю этот текст, поскольку я понимаю, что вы ждете тоже ответа на такой ответ, я сказал, что текст очень правильный, очень теплый, справедливый, но я уже на том этапе, когда хочу, чтобы закон о переходе количества в качестве, чтобы этот переход состоялся немедленно. Мы опаздываем. По вопросу изменения 10 раздела Конституции. По вопросу изменения Конституции в Украину. Поскольку там опять в этом приветствии говорилось, позиция президента нам понятна, он призывает Конституционную комиссию, но здесь надо просто садиться и проявить политическую волю. Но, разумеется, не только ему одному, потому что здесь есть несколько сторон. Надо спикер Верховной Рады Украины, господин Парубий, действующий председатель Конституционной комиссии, сегодня он является премьер-министром, Владимир Гройсман. И надо просто обговорить алгоритм рассмотрения этого вопроса. Дорожную карту, грубо говоря, конкретную. Да. И я пытался это несколько раз делать по своей инициативе. Я обходил каждый кабинет по отдельности, но теперь я убедился, что если их не собрать всех в одном комитете, это будет достаточно неэффективно. А время идет. Надо успеть рассмотреть этот вопрос на этой сессии. Я не верю, что эта сессия заканчивается в январе, там еще одна неделя будет сессионная, но опыт показывает то, что в январе очень многие депутаты просто не съезжаются. У нас по пятницам депутаты в Раду не ходят. Но видите, поэтому желательно, у нас в декабре есть 2 сессионные недели, 1 сессионная неделя в ноябре, вот у нас осталось 3 сессионные недели. Если бы мы успели бы при первом чтении, это условно первое чтение, то есть если бы 226 голосами надо, чтобы Конституционная комиссия рассмотрела, направила в Верховную Раду, Верховная Рада 226 голосами, если направила бы на этой сессии Конституционный суд, тогда мы могли бы уже на следующей сессии, после февраля 2019 года, уже рассматривать уже по сути эти изменения.